Добрый день, уважаемые абитуриенты. Позвольте представиться. Меня зовут Фазлыева Айгуль Фаритовна. Я являюсь доцентом кафедры профессионального и социального образования. Ну и хотела бы немножечко рассказать о вступительных испытаниях по дисциплине «Основы социальной работы». Вы видите на экранах, что для того, чтобы вступительные испытания по дисциплине «Основы социальной работы», минимальное количество 40 баллов, максимальное количество это 100 баллов, которые вы можете набрать. Да. В основном форма подачи тестов это будет дистанционная форма. Ну и понятно, что раз есть дистанционная форма, то вид экзамена будет тестирование. Количество вопросов 25. И также вы видите на экране о том, что какова структура тестовых заданий. Они состоят из 4 основных таких важных направлений. Это социальная работа как вид профессиональной деятельности. Но также мы немножечко затронем вопросы, связанные с историей социальной работы в России. Третья дисциплина тоже очень важная, это социальная работа и социальная политика. Вы некоторые вопросы это тоже увидите. Ну и четвертый блок, который входит в содержание тестов, это по технологиям социальной работы. Так. И хочется отметить, что в основном у вас дистанционная форма сдачи. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание, что для того, чтобы сдать, вам первый вход через логин и пароль, отправленные на электронную почту, поэтому посмотрите внимательно свою папку и в электронную почту, и в электронную почту вы увидите логин, пароль. Также обратите внимание, покопайтесь, если вы не увидели свой логин и пароль, посмотрите в спаме, может быть там и находится ваш логин и пароль. Второй шаг. Последующее посещение сайта осуществляется только под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Третий шаг. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где можно хорошо увидеть лицо абитуриента. И вот в этот момент нужно сделать главный разворот паспорта, то есть та страница, где указана ваша фамилия, имя, отчество и фотография. Ну и четвертый момент, что необходимо учитывать, это время, отведенное на прохождение экзамена. Мы должны помнить, что у вас время ограничено и у вас есть одна лишь только попытка. Также мне бы хотелось немножко рассказать о инструкции для сдачи вступительных испытаний. Вы видите на экране личный кабинет абитуриента. Инструкция по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента и в вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить и где и как пройти тест. Вот это все, вот эти моменты вы видите непосредственно сейчас на экране. Также для того, чтобы сдать тестирование по дисциплине «Основы социальной работы», нам необходимо помнить о расписании вступительных испытаний. И вот сейчас на экране вы видите непосредственно вот ту страницу на сайте нашего университета. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии, вкладке «Бакалавриат». Обратите внимание, мы видим расписание, но для того, чтобы посмотреть расписание, вам необходимо войти в вкладку «Бакалавриат». Следующий слайд мы четко видим, это расписание вступительных испытаний. Обращаю внимание, что вступительные испытания осуществляются в отношении тех студентов, тех абитуриентов, которые подали документы с 20 июня по 20 июля. И вот основы дисциплины, основы социальной работы вы сдаете 23 июля с 10 часов утра до 22 часов вечера.
Ну и, естественно, нам предоставляется вам это резервный день, и резервный день будет состоиться 25 июля с 10 часов утра до 17:00. Но мы должны помнить, что резервный день могут сдавать только те, у кого есть уважительная причина. Ну и, конечно же, нас очень сильно будет волновать вопрос, а как же нужно подготовиться для сдачи вступительного испытания. Здесь вы на экране вы видите сайт приемной комиссии, и вкладке «Бакалавриат», да, вы увидите программу вступительных испытаний. И в программе вступительных испытаний есть такой раздел, как вы видите внизу с правой стороны синим цветом обозначенный, это основа социальной работы. То есть нажимаете туда, и вы получаете соответствующий доступ. Прошу прощения. Далее. Ну и вы видите, это официальная программа вступительных испытаний по дисциплине основы социальной работы. Я уже как говорила о том, что в структуру теста входит 4 раздела. Я еще раз напоминаю, это основа социальной работы. Это социальная работа как вид профессиональной деятельности. Второй раздел – это история социальной работы в России. Третий раздел – социальная работа и социальная политика. И четвертый раздел – это технологии социальной работы. То есть все тестовые испытания, они вот как бы связаны с этими 4 разделами. Ну вот и вы видите примерные вопросы, которые у нас будут на экзамене, на тестировании. Вот, например, финансирование мероприятий по социальной поддержке населения осуществляется из различных источников. То есть мы видим, что действительно социальная поддержка населения финансируется за счет, конечно же, это федерального бюджета, то есть государственный бюджет. В нем принимают участие средства, которые существуют в государственных внебюджетных фондах, ну и, конечно же, негосударственные источники финансирования. То есть мы видим, что 3 основных источника, они также являются, все эти 3 источника, они являются, способствуют, финансируют все мероприятия, связанные с социальной поддержкой населения. То есть правильный ответ, все ответы верны вот в данном случае. Так, ну и для того, чтобы подготовиться к экзамену, да, вы видите на слайде основные литературные источники, которые вы можете использовать. И, в общем-то, это современная литература, наиболее такая доступная, да, и все понятно, все изложено. И на этих литературных источниках вы можете подготовиться с надлежащим образом, чтобы сдать экзамен по дисциплине основы социальной работы. Ну и вы видите на экране контакты. Если у вас есть соответствующие вопросы, и в день консультации все вопросы вы можете мне направить по телефону, который обозначен на экране, на WhatsApp. Благодарю за внимание. До свидания.